Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в местечке 13 километр. И здесь мы строим дом из бруса параметрами 6×8. Сегодня я вам покажу процесс строительства и наши детали, тонкости строительства. Обратите внимание на пиломатериал, свежий, красивый, первый и второй сорт, аккуратный. Посмотрите, даже нет обзола. Красота. Вот там маленький, но это мы уберем. То есть в наших домах практически нет обзола. И посмотрите, дом насколько свеже выглядит. Обычно у многих других компаний одна кора. У нас коры нету. Хороший пиломатериал. Давайте посмотрим и с другой стороны. Какой свежий, аккуратный, красивый. Идем дальше. У нас, значит, закручен свайно-винтовой фундамент. Дальше мы уложили гидроизоляционный слой. Вот он, 2 слоя рубероида. Оголовник у нас прикручен вот глухарями. И каждый оголовник так сделан. Вот видно. Вот там стыковка обвязочного бруса по центру свая. Никаких стыковок в воздухе быть не может. Лаги. Сразу видны лаги 100×200 большого сечения. Пойдемте внутрь. Вот у нас лаги уже приготовлены 100×200. Вот брус приготовлен 150×200. Это на перекрытии уже второго этажа. Лаги тоже на перекрытии второго этажа. Вот так аккуратно сложены. Оцените, как выглядит наш дом. Свежий, аккуратный пиломатериал. Мы его также строгаем с внутренней части дома. Посмотрите, как выглядит. Сейчас поближе даже покажу. Он строганный, гладкий. Еще шлифануть для себя шлифмашинкой. А, красота. Сейчас покажу панораму. Класс. Ой, как. Обратите внимание на наши узловые элементы. Смотрите, как четко сделан узел. В теплый угол. Четкое соединение. То есть все под карандашик, все четко. Еще и проконопачено. И у каждого узлового элемента мы видим нагеля. Идем дальше. Видим нагеля. И в целом по длине укладки брусьев. И у каждого узлового элемента. Видите? Бам, бам, бам. Как сделана полуласточка. Тоже очень четко и аккуратно. Идем дальше. Смотрите, как все четко. Под карандаш. Сначала чертим. Блин, стал против солнца. Потом пилим. Стыковка по длине, тоже видны следы от карандаша. Чертим, потом пилим. Стыковка еще раз по углу. Посмотрите, следы от карандашика. Все под карандашик. Сначала чертим, потом пилим. Все четко. Все красиво, аккуратно. И также возле каждого узлового элемента нагеля. И оконного или дверного тоже проема, тоже нагеля. Бам, бам. Это уже для надежности, чтобы ваши проемы и окна не гуляли, не ходили. Еще раз оцените качество пиломатериала, как уже по самим стенам, так и лежащий. Свежий, красивый, аккуратный, первый, второй сорт. А, красота. Красота. Также мы делаем подготовку для косячки оконных проемов. Это видно. Тоже все под карандашик. Сейчас покажу. Вон следы от карандашика. То есть чертим, пилим. То есть вся работа у нас происходит так очень трепетно. Сначала сели, прочертили угольничком, карандашиком все. Потом взяли пилу.
пропилили, не торопясь, прострогали, уложили. То есть вот так идет работа. И в итоге получается качественный, красивый дом. Джут мы применяем, посмотрите, какой плотный, 6-8 миллиметров. Видно, да, его толщина? Он еще прошитый. Сейчас швы должны быть видны. Вот швы. Хороший джут, качественный. А вот и наши стены красивые. В наших работах вы видите достаточно хороший пиломатериал, и нам часто пишут, мол, Александр, подскажите, где вы такой берете? Ну, во-первых, мы его отбираем на пилорамах. Это очень важно, отбирать. Далее, даже иногда к нам приходит вот такой, с дикими обзолами, причем с каждой стороны. Вот кора. С обзолами, со смоляными карманами. Причем этих карманов может быть много. Представляете, вот из такого бруса построить вам дом. Отвратный вид дома получается. Но, блин, такого бруса много. И что с ним делать? Отвозить обратно? А кто этим будет заниматься? Мы занимаемся. Вот мы заморачиваемся зачем-то. Вот эти смоляные карманы. Мы видим вот этот геморрой. Вот еще. Кора, обзол. Смоляные карманы. Мы это все собираем, вот такой брус, и увозим обратно. Если участок небольшой, если брус небольшого отрезка, ну, какой-нибудь единичный случай, просто отрезаем, нормальную часть используем в доме, а этот уже как не кондицию откладываем. Ну, как бы естественный процесс, то есть смоляные карманы, они в древесине есть, ну, кора, она есть. Но с точки зрения эстетики мы не используем. Вот. Мы стараемся, вот, чтобы у нас дом был красивый. Потому что мы же пока строим, мы его и продаем. Вот наш принцип какой? Качественно и красиво построй, и наша работа сама себя продает. Поэтому вот такой брус мы не используем. Поэтому у нас вот такие красивые стены. Ну а если вам необходимо построить такой же красивый, шикарный дом, мы будем рады вам это сделать. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Мы будем рады построить и вам дом вашей мечты. До встречи!